Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день является напоминанием о том, что участие в науке женщин и девочек должно быть расширено. Нейродегенеративные заболевания – область научных исследований нашей собеседницы сегодня. С нами на связи Татьяна Попова, невролог, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной части Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Татьяна Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие самые распространенные нейродегенеративные заболевания встречаются в нашем регионе? Нейродегенеративные заболевания – это группа болезней, основной причиной которых является гибель нервных клеток в различных структурах, как головного, так и спинного мозга. И они характеризуются прогрессирующим течением, развитием инвалидизирующих состояний. И, к сожалению, на сегодня у большинства этих заболеваний нет этиотропного лечения, то есть лечения, которое могло бы полностью излечить наших пациентов. Наиболее актуальные нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и другие деменции, они имеют возрастзависимое начало, то есть развиваются у лиц старших возрастных групп. Но по данным ВОЗ в 2010 году доля людей пожилого возраста во всем мире составляла порядка 200 миллионов. А к 2050 году доля пожилого населения она должна возрасти до 2 миллиардов. И, соответственно, мы ожидаем роста нейродегенеративных заболеваний вот именно в этой возрастной группе. В Якутии также, как и во всем мире, наиболее распространены нейродегенеративные заболевания, такие как деменции, в частности болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Имеется накопление ряда моногенных заболеваний, которые передаются именно по наследству из поколения в поколение. Например, это спиноцеребелярная атаксия, околофарингеальная миодистрофия. А сколько людей сегодня страдают болезнью Паркинсона? И какова в целом динамика статистики за последние годы? Если начинать с истории этой болезни Паркинсона, то вот одно из первых известных упоминаний таких это эссе о дрожательном параличе, которое вышло в 1817 году. Его написал Джеймс Паркинсон. Это очень известный английский ученый. Он был врач, медик и палеонтолог, занимался ботаникой и так далее. То есть разносторонне развитая личность. И в этом своем эссе он описал всего 5 случаев пациентов с болезнью Паркинсона. Но прошло уже более 200 лет, как мы изучаем эту болезнь Паркинсона. И на сегодня во всем мире насчитывается более 5 миллионов пациентов с болезнью Паркинсона. Распространенность заболевания она составляет порядка 120-180 на 100 тысяч населения. Но если говорить о нашей республике Саха-Якутия, то до определенного момента считалось, что болезнью Паркинсона страдают единицы. Но в 2013 году мы вместе с моим учеником, теперь уже кандидатом медицинских наук, Топаховым Алексеем Алексеевичем, начали вести регистр болезней Паркинсона. И в 2018 году в этом регистре уже состояло 468 больных с болезнью Паркинсона. За эти прошедшие 3 года, количество оно уже достигает практически 600. Но исходя из ожидаемого числа, то есть с учетом распространенности 120 на 180 на 100 тысяч населения, у нас ожидаемое число пациентов с болезнью Паркинсона в Якутии должно быть порядка 850 человек. А какие причины приводят к данному заболеванию? И зависят ли эти причины от климатических особенностей нашего региона? Болезнь Паркинсона, если говорить на нашей медицинской терминологии, это мультифакториальное заболевание.
То есть в основе его развития, да, вот, лежат как генетические факторы, так и внешние, или мы говорим экзогенные факторы. И вклад вот генетических и экзогенных факторов мы можем расценить примерно как 50 на 50. То есть на сегодня описано 20 генов, изучено 20 генов, которые вносят вклад, ассоциированный именно с развитием болезни Паркинсона. И семейные случаи, они составляют порядка 5-15%. Но вот наследственная отягощенность у наших пациентов, она прослеживается примерно в 20-47%. Вот. Ну вот если говорить о генах, которые ответственны за развитие болезни Паркинсона, то оказалось, они приводят не только к семейным случаям, но мы и говорим к спорадическим случаям болезни Паркинсона. А если говорить об экзогенных факторах, то есть внешних факторах, которые могут также, как наряду с генетическими, вносить огромный вклад в развитие болезни Паркинсона, то это микротравмы. Примером может служить вот история болезни известного боксера Мохаммеда Али, который имел множество микротравм в ходе своих поединков, да, и вот у него развилась болезнь Паркинсона, от которой, в общем-то, впоследствии он и погиб. Вот. Это употребление пестицидов, да, некоторые тяжелые металлы тоже приводят к развитию болезни Паркинсона. И вообще есть литературные данные о том, что болезнью Паркинсона чаще все-таки болеют жители, которые проживают в сельской местности, где развито сельское хозяйство. Но если привязывать там к тяжелым металлам, свинец, марганец, то это работники производств, где имеется вот контакт с этими тяжелыми материалами. Но вот если говорить о климатических условиях, таких работ, которые вот связывают развитие болезни Паркинсона с климатом, таких работ нет на сегодня. Вот, то есть климат, он никак не влияет. Но есть ряд, скажем, моментов, которые оказывают протективное защитное действие от болезни Паркинсона. Есть научные труды, в которых пишется о том, что кофе, шоколад, они играют роль в профилактике болезни Паркинсона. А какие еще профилактические меры по предупреждению этого заболевания вы можете посоветовать нашим телезрителям? Вообще, это, как и при многих других заболеваниях, активный, здоровый образ жизни. Это занятия спортом, это пешие прогулки, это когнитивные тренинги, это развитие мелкой моторики рук. Стараться, можно сказать так, позитивно мыслить. Вообще вот в основе болезни Паркинсона лежит дефицит дофамина. А дофамин это считается гормоном счастья, и он регулирует не только двигательную активность, но и влияет на наш эмоциональный фон. Поэтому вот поддержание позитивного настроя, борьба со стрессами, как-то вот стрессоустойчивость, все-таки в какой-то степени они могут повлиять на качество жизни вот наших пациентов с болезнью Паркинсона. Еще одна грозная болезнь наших дней – это деменция. Какие исследования вы проводите по данному направлению? Деменция – это нарушение когнитивных функций, в первую очередь, когда страдает память. Наиболее распространенная форма деменции – это болезнь Альцгеймера. Вот. И это, опять же, возрастзависимое заболевание. Вот. В России число больных с болезнью Альцгеймера оно составляет порядка 1 миллиона. Но вот имеется, скажем, определенный дефицит диагностики этого заболевания. В нашей клинике Якутского научного центра комплексных медицинских проблем есть неврологическое отделение, где лечатся пациенты с этими тяжелыми заболеваниями. Вот. Ну и мы проводим генетические, эпидемиологические, клинические исследования по этой тяжелой патологии. А как обстоит ситуация с этим заболеванием в Якутии? Ну, вообще, так же, как и везде, в России у нас имеется дефицит диагностики этого заболевания. Вот, но если у нас, например, в 2017 году
проживало 122 тысячи человек пожилого возраста, то ожидаемое количество пациентов, оно должно быть порядка 6,5 тысяч. То есть это примерно 5,5% от пожилого населения. Но сегодня количество этих пациентов недостаточно, не достигает этой цифры. Мы начали вести регистр, зарегистрирована база данных с деменцией в Роспатенте. А можно ли предупредить развитие этого заболевания? Чаще всего ему подвержены лица старше 65 лет. И поэтому именно когнитивные тренинги, да, они могли бы внести вклад в предупреждение этого заболевания. Ну или отсрочить, улучшить качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера. Это, опять же, здоровый образ жизни, это здоровое, правильное питание, пешие прогулки, когнитивные тренинги. Все это относится к профилактике. Опять же, нужно сказать, что среди молодых людей причинами болезни Альцгеймера могут быть совершенно другие состояния. Это, например, тяжелые черепно-мозговые травмы, интоксикации, в том числе алкогольная эпилепсия и энцефалиты. И на сегодня огромную проблему представляет идущая сейчас пандемия новой коронавирусной инфекции. Оказалось, что у умерших от новой коронавирусной болезни пациентов в головном мозге обнаруживается включения, которые характерны для больных с нейродегенеративными заболеваниями. И порядка 65-80% больных, которые перенесли COVID-19, они имеют неврологические осложнения. Поэтому, в общем-то, ученые на сегодня прогнозируют рост в ближайшем будущем нейродегенеративных заболеваний, которые связаны именно с перенесенной новой коронавирусной инфекцией. А скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, охотно ли девушки со студенческой скамьи приходят в науку? Каков ваш научный коллектив? Много ли в нем представительниц прекрасной половины? Вообще, в науке, доля женщин, она составляет порядка 28%, то есть это 1/3, да. Лауреаты Нобелевских премий — это всего 3% женщин, среди них имеется, да. У нас в России в 2018 году доля женщин-ученых составляла порядка 36%. Есть страны, в которых доля ученых женщин намного ниже, например, в Корее 20%, в Японии всего 16%. А в нашем Якутском научном центре комплексных медицинских проблем доля женщин-исследователей составляет 75%. Татьяна Егоровна, спасибо вам большое, что подключились и ответили на все наши вопросы. Спасибо вам, будьте здоровы. Ну а я напомню, что в рамках актуального интервью с нами на связи была Татьяна Попова, невролог, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной части Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. До новых встреч в эфире.